Привет! У тебя боль в коленном суставе, особенно когда опираешься на согнутое колено, и ты не знаешь, что с этим делать. И действительно, эта проблема, она не решается никак. В нашем видео я тебе покажу решение. С вами Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт, преподаватель и специалист методики PDTR. Используя эту методику, мы сейчас разорвем все существующие дисфункции у пациента и сделаем страйк. Хочешь увидеть? Поехали. У нас сегодня пациентка. Жалобы. Боли в правом коленном суставе. Не часто встречающаяся дисфункция, но тем не менее есть пациенты, которые мучаются с этой проблемой. Больно наступать на согнутое колено. Причем это независимо твердая, мягкая поверхность. Да? Абсолютно. Есть пласт пациентов, которые в свое время, я вам сейчас немного информации, перенесли, есть такое заболевание Осгуд-Шлятера, то есть остеохондропатия бугристости большеберцовой кости. То есть под коленом такая шишка. И у них может быть такая жалоба, причем эта жалоба присутствует, скорее всего, с подросткового возраста, они не могут наступать на согнутое колено. Часто это бывает у мужчин, причем может быть и с правой, и с левой стороны, с какой-то больше. Но у нас пациентка, у которой никогда не было этой проблемы, то есть это приобретенная проблема и возникла недавно. Это может быть любое падение на согнутый коленный сустав, когда надколенник бьется по бедру. Эти две косточки покрыты хрящом, и в момент травмы происходит травматизация хряща. И, как правило, после таких травм через 2 недели появляются боли в коленном суставе и появляется проблема при ходьбе по ступеням. Возможно, здесь такого не было. Не было. У многих из вас это может быть связано именно с тем, что я сказал. Давайте посмотрим, как возникает проблема. На левом коленном суставе такого нет. Покажите. Это левая, все отлично. Правая. Угу. Ну все, дальше. Я держусь на руках. Потому что То есть вы ограничены. Да. И у вас боль под коленной чашкой? Под надколенником? Угу. Вот здесь. Угу. Нижний полюс надколенника, это нижняя часть надколенника. Там возникает болезненность. Тогда, конечно, как вариант, необходимо сделать обследование. Это может быть, например, обычный рентген, который не даст определенное количество информации. Это может быть МРТ. Это, возможно, какие-либо повреждения, которые возникли без травматизации. Такое тоже может быть. И коленный сустав, если он будет беспокоить дальше, необходимо обследовать. Возможно, вы делали обследование? Нет. Не исключаю в данном случае сделать обследование, тем более резкая боль. Да? Давайте посмотрим, что мы можем сделать на сегодняшнем приеме. Я тестирую, сила. Я тестирую сила. Что произойдет, когда мы нагрузим колено? То есть понравится это нервная система или нет. Нагрузите левый коленный сустав, левое колено. Все. И я делаю тест. Сила. Нагрузите правый коленный сустав. Все. Видно, что пациентке больно. И здесь проблема. Это говорит о том, что есть нарушение. И вы видели, что сейчас определенной провокацией я снизил сигнал с этой зоны и нервную систему сразу моментально разгрузил. Это говорит о том, что в этом месте есть функциональное нарушение, которое мы можем убрать здесь и сейчас. Это не говорит 100% о том, что там не может быть анатомических проблем. И для этого нужно будет сделать обследование. Прямая мышца бедра. Прямая мышца бедра. Это мышца, которая управляет и коленным, и тазобедренным суставом. Ее функция вынести ножку вперед и выпрямить коленный сустав. И она очень хорошо тестируется, как мышца ассоциирована с коленным суставом. Я тестирую мышцы, ассоциированные с левым коленным суставом. И в течение 2-4 месяцев мы Наталью тестировали, да? И там была травма левого коленного сустава. И вы часто спрашиваете, а травма когда была? 20 лет назад. 20 лет назад. Это было ДТП, и там были боли, да? И мы полечили, боли прошли. И если я буду тестировать, вы спрашиваете, насколько долго хватает этих
этого лечения. Мы встречались 2 месяца назад, и мы встречались 4 месяца назад. И это было лечение. Видите? Мы смотрели 2 раза колено или 1 раз? 1 раз. 4 месяца назад. Видите? Мышцы работают. Видите вниз пяточкой. Мышцы работают. На меня. В сторону. Видите? Огонь. Коленный сустав, видите, работает как часики. Будет ли он стираться? У нас нет ничего вечного. Конечно, он будет. Но с высокой долей вероятности наша пациентка никогда не услышит в течение жизни о том, что нужно менять этот коленный сустав. И это очень важно. Очень, мега важно. Теперь мы тестируем правый коленный сустав, который не был травмирован со слов пациентки. Видите, но он не работает. Видите, и он не работает. Так не больно? Эта мышца должна быть включена. Однозначно. Конечно, я ее могу включить принудительно, затейпировав это колено. Иногда делают культ о том, что тейпируют. Я кинезия тейпер пишут. Ребята, наклеит пластырь в острой травме. Пациент, посмотрев в интернете, как это делается, клеит сам этот тейп. И очень хорошо. Поэтому не надо делать из этого культ. Каждый пациент это может сделать. Да, он помогает в остром периоде. Но это не решение долгосрочное. Видите? Видите? Вот он помог. Видите? Видите? А здесь выключилось. Вы сделали лучше здесь, хуже здесь. Это закон. Вы не устранили, вы взяли кусок и что-то с ним сделали. Если вы массируете мышцы, конечно, они включатся. Видите? Они включатся, но эта нога выключится. Еще и руки выключатся. И вы из режима энергосбережения для нервной системы перевели в более затратный режим. Причем мозг только знает, как выбрать, какие варианты компенсации самые минимально затратные. Все, это задача. Мозг не будет напрягаться на пустом месте. Далее. Кстати, наш массаж завершен. Снова все включилось, а здесь выключилось. В этом и задача не хвататься за лечение того, что болит. Теперь, что я могу сделать с этим коленным суставом? Например, я могу посмотреть, как нервная система среагирует на движение в этом коленном суставе. Я возьму рефлекс, видите, это показатель нормальной работы нервной системы. И здесь, видите, функционал очень хороший, но здесь есть проблема. Согните ногу. Обратно. Появляется слабость. Видите. И здесь в коленном суставе была какая-то травматизация, это может быть длительная. В момент скольжения здесь сработал рецептор, который дает в мозг информацию о определенном болевом воздействии. Моя задача воспроизвести, а те, кто уже видел наши ролики, мы для мозга воспроизводим механизм самой травмы и заменяем его нормальным рефлексом. Видите? Видите? И мы готовы к лечению. Те, кто спрашивает, можете ли вы сами это сделать? Нет, конечно. Даже я не могу, зная эти правила, самостоятельно в каких-то случаях полечить себя, поэтому прошу своих коллег. В каких-то случаях, по своим ощущениям, я могу закрыть вопрос, если мне это надо. Но это нужно знать правила. Видите? А если ты хочешь знать правила, приходи по ссылочке к нам, и мы тебя научим. Видите? Давите. Работает. Давите. Работает. Давите. Работает. Согните. Давите. Давите. Работает. Давите. Используя определенные четкие алгоритмы. Давите. Все супер. Поскольку колено здесь проблемно, я понагружаю переднюю крестообразную связку. Давите. Норма, нейросистема не напрягается. Заднюю крестообразную связку. Сила. Понагружаем мениски. Видите. Определенно сделаю ротации. Норма. Я нагружу сам коленный сустав. Видите. Что-то там щелкнуло. Мы надеемся, что мы ничего не сломали. Видите. Травматолог рядом. Все будет хорошо. Видите. Теперь
сделайте движение коленным суставом и обратно. Видите? Поднимайтесь. Воспроизводим то, что доставляет беспокойство. Наступайте. Опа, легче. Стало легче, не болит. Единственное, что бы я посоветовал в данном конкретном случае, поскольку длительное время была нарушена биомеханика сустава в том или ином виде, страдает хрящ. И желательно, когда все мышцы включились, не давать экстремальной нагрузки на коленный сустав, избегать чрезмерных таких вот давлений, в течение месяца, 2-3 раз, чтобы там, где есть возможность, что-то восстановилось, хотя хрящ не восстанавливается, чтобы ушло воспаление в суставе. Избегать длительной ходьбы по ступенькам и каких-то избыточных приседаний, в течение хотя бы месяца. Далее мы через месяц-два встречаемся. Если есть аналогичные жалобы, то и они будут присутствовать. Я жду вас с МРТ, будем смотреть и разбираться, в чем причина. Все. Давайте подведем итог. Наша пациентка Наталья, действительно у нее была боль, когда она наступала на колено. Это было связано с травматизацией самого коленного сустава. Вы также на видео увидели отзыв о лечении этой же пациентки 4 месяца назад. И левый коленный сустав, он находится в идеале у нее. Мы его полечили под ключ. И вот наш ответ на ваш вопрос, как долго длится лечение. Причем она не делала ни физкультуру, не делала ни массаж, никакие упражнения, ни физиопроцедуры. Травмировано колено. Мы его закрыли под ключ, потому что все сделала нервная система. Я знаю, тебе понравилось видео. Лайк. Подписывайся на канал. С нами ты точно будешь более здоровым. Колокольчик. А если хочешь использовать методику PTTR и разрывать эти дисфункции в клочья и делать своих пациентов более здоровыми и счастливыми, переходи по ссылочке ниже, регистрируйся и приходи к нам на обучение. С вами Забродин Михаил. Здоровых коленных суставов.